Друзья, мы начинаем наш культурный перекресток. Сегодня наш выпуск очередной мы проводим без моего соведущего Батала Самсоновича Кубакия. Но так получилось, что сегодня он отсутствует, но я уверена, что следующие выпуски мы уже проведем вместе. Сегодняшний наш выпуск особенный. У нас высокий гость. Я хочу представить одного из самых авторитетных экспертов в сфере развития креативной экономики в России, советника генерального директора ОСИ и управляющего партнера Универсального университета. Я не все могу запомнить, но, по-моему, основные все-таки ваши направления я сказала. Катерина Черкесзаде, мы очень рады вас сегодня приветствовать. И большое спасибо, что вы нашли время. Добрый день. Спасибо вам огромное, Эльвира, за приглашение. Екатерина, скажите, пожалуйста, перед тем, как мы перейдем к каким-то более профессиональным темам, вы по работе впервые в Абхазии, хотя вполне возможно, что вы приезжали раньше. Этот вопрос я уже не смогу задать вам в другое время, поэтому первые впечатления. Вы 2 дня здесь, локации самые разные, общение, обмен мнением. Что вы можете сказать? Ну, во-первых, я действительно впервые во взрослом возрасте в Абхазии, и у меня абсолютно иное впечатление относительно того, что было здесь 20 лет назад. И город Сухум, и окрестности потрясающе развиваются, и это очень заметно, это очень видно. Видно, какое преображение. Конечно, то, что было 20 лет назад, и то, как Абхазия выглядит сейчас, это вселяет огромные надежды и возможности. И видно, как люди с огромный потенциал, который у них есть, они его реализуют здесь. Это видно. И во-вторых, конечно, Абхазия – это люди. У меня ощущение, что я здесь уже неделю, потому что по плотности общения, по тому объему информации, который я получаю, по тем знакомствам, людям, которых я здесь встречаю, конечно, видно огромную заинтересованность в развитии своей родной страны, своего края. И это невозможно это не подделать, ни каким-то образом спрятать. Видны горящие глаза. Не во всех странах, не во всех регионах это есть. И мне кажется, что это то, что сейчас очень вдохновляет. Вот год назад про креативную экономику в Абхазии, может, говорили, но это были более такие, вот знаете, узкопрофессиональные, может быть, какие-то упоминания о такой экзотической области пока для нас, да. Но сейчас в рамках такого большого форума экономического «Будущие инвестиции Абхазии» креативная индустрия, все, что с ней связано, темы, да, они занимают один из самых таких важных и интересных круглых столов. И были приглашены ведущие эксперты. Перед этим РИКС был осенью, где вы принимали и абхазскую делегацию, и было подписано соглашение. Скажите, пожалуйста, вот какие перспективы развития креативной индустрии в Абхазии? Это вам вопрос, конечно, как к эксперту, потому что, во-первых, это большая радость, что вы приехали и увидели, пощупали фактуру здесь, на месте. Ну, во-первых, мне кажется, надо разобраться с тем, что такое креативная экономика и зачем она нужна, и как туда входит креативная индустрия. Потому что креативная экономика более широкое понятие, это экономический сектор. В разных странах в него входят разные креативные индустрии. Ну, например, если совсем такой крайний пример взять, то в Индии, например, туда вошло такое направление, как йога. Потому что, например, на йоге страна зарабатывает невероятные деньги во всем мире, потому что это очень популярно. Но если вот без таких крайностей формулировать, то, конечно, мы говорим о тех индустриях, которые связаны вокруг реализации творческого потенциала. Это не обязательно вот впрямую художественной практики. Мы сегодня находимся в прекрасном месте, где представлены прекрасные художники абхазские, но это могут быть и IT, это может быть инженеры, это может быть маркетинг и коммуникации. То есть там, где представлена большая доля изобретательности и нестандартного подхода, когда какая-то технология или подход перепрошивает практически всю отрасль. Ну, например, дизайн. Да, мы говорим про дизайн не тогда, когда это красиво, а когда говорим о том, как дизайн работает. Может быть удобно или неудобно пользоваться чем угодно. И вот это все про дизайн.
И поэтому, когда мы говорим про то, как креативные индустрии могут повлиять на развитие страны, то надо понять, а в какую сторону в целом смотрит страна и какие задачи она хочет решить. Если говорить про экономику, ну, например, какие ключевые отрасли задействованы в экономике страны и какие там показатели. Ну, например, безусловно, в Абхазии очень активно будет развиваться туризм, он уже активно развивается. И вот здесь мы можем поговорить о том, а как отдельные креативные индустрии могут этому помочь. Как это могут помочь реклама, как индустрия, маркетинг, коммуникации, например, да, как они могут упаковать те или иные туристические продукты, услуги для разных потребителей. Или, например, как кино, или музыка, или видеоигры, анимация могут упаковать имидж страны и сделать так, чтобы он был привлекательным, чтобы Абхазию выбрали среди многих других возможностей, да, где можно, например, приехать отдохнуть, сформулировать какой-либо такой отдельную возможность и выбрать именно эту страну. Или, например, какое культурное программирование можно сделать вне сезона, какую-то выставку или прекрасную театральную постановку, или какой-то фестиваль сделать, или бизнес-мероприятие, чтобы вдруг турист сюда приехал вне сезона. То есть вот таким образом креативная индустрия становится инструментарием для конкретной отрасли, которая формулируется в стране как приоритетная. То же самое про развитие территорий. Или, например, в креативных индустриях 50% вообще вот людей – это фрилансеры. То есть это люди, которые работают от проекта до проекта. А значит, можно предложить какие-то интересные инструменты и главный образ жизни здесь. Что я буду делать здесь, если мой основной инструмент – это мой компьютер, я могу работать из любой точки мира. Что нужно сделать для того, чтобы именно этот человек приехал и реализовывал себя в Абхазии? Вот это интересный разговор. И поэтому я вижу в первую очередь потенциал креативных индустрий в достижении вот ключевых экономических задач региона. Развитие территорий, архитекторов, урбанистов. Все они могут очень сильно этому помочь. А с другой стороны, действительно, могут вырасти какие-то отдельные отрасли. Вот в России сейчас нашим Министерством экономического развития определены 16 отраслей, которые относятся к креативным индустриям. Ну, на самом деле, они плюс-минус одни и те же в мире. Но, как я уже сказала, где-то залетают интересные такие примеры. И если вот на них посмотреть, почему они отнесены к такому сектору, да, к креативному? Во-первых, потому что они связаны с интеллектуальной деятельностью. Поэтому они креативны. Про крею создавать, да, креатив создавать. Во-вторых, потому что их особенность, что они выстроены только вокруг человеческого потенциала. То есть вот мы с вами вдвоем вот здесь сидим, и мы, в принципе, можем придумать любой проект или продукт. Можем придумать фильм, или сделать фестиваль, или сделать какое-то архитектурное бюро. Из 10 человек уже достаточно для того, чтобы сделать какой-то проект. Конечно. Поэтому в этом смысле инвестиции в креативную индустрию на самом деле достаточно небольшие, потому что нам нужно просто всем вместе собраться и что-то придумать. И это уже станет продуктом, который дальше можно развивать. И это важный такой момент. Поэтому Абхазия может сфокусироваться на конкретных креативных индустриях и предложить для них идеальные условия для развития. Тогда развиваться здесь будет интереснее, например, чем, например, у нас рядом в Сочи или, например, рядом в Турции. Да? То есть это может вдруг в Абхазии может случиться какой-то специальный налоговый режим или какие-то возможности, что здесь, например, снимать кино будет дешевле, чем, например, рядом в Турции. И это дает возможность тогда перетянуть сюда какое-то количество вот этих креативных людей, компаний, которые будут себя реализовывать именно здесь. И второй вариант – это использовать креативную индустрию как инструмент для решения других своих задач. Вот мы вчера по совместительству также посетили винный форум, винный фестиваль. И совершенно очевидно, что гастрономия, ресторанный сервис, бизнес в сфере услуг, конечно, повлияет на, в том числе, оборот, связанный с виноделием. И наоборот, один винный фестиваль может запустить определенное количество проектов. Поэтому это всегда такая история про синергию.
Я правильно понимаю, что креативный кластер, представители креативного кластера, они существуют так или иначе и без нас тоже, да? Они чем-то занимаются, кто-то снимает кино, а кто-то занимается музыкой, IT и так далее. Но здесь задача, я как понимаю, государства создать максимально удобные условия для того, чтобы это еще имело экономический эффект. Я понимаю, что нужно принять, наверное, в будущем и закон, нужна какая-то концепция развития креативной индустрии. Но первый шаг уже сделан, подписаны соглашения, наверное, будут еще какие-то действия. То есть создать условия для того, чтобы эта индустрия развивалась со стороны государства и бизнеса. Все верно. В этом смысле мне кажется, что в Абхазии очень многие вещи будут происходить быстрее. Потому что мы в свое время, я еще тогда не работала в агентстве, и будучи на тот момент руководителем университета с моим партнером Марией Ситковской, мы тогда как раз только раскачивали тему креативных индустрий. Мы назвали университет университетом креативных индустрий. Нам надо было объяснить, что это такое, потому что у нас был тогда первый университет, в котором были представлены все креативные индустрии вместе. Как же обычно архитекторы учатся отдельно, там, кинематографисты отдельно. А у нас учились все вместе, и нам надо было это объяснить. У нас была очень практическая задача. Потому и универсальный университет. Конечно, да. Но при этом мы сформулировали тогда задачу сделать это популярным и снять все ограничения, знаете, такие предрассудки про креативный класс, потому что обычно, про креативный класс тоже много предрассудков, что это творческие люди, что они не системные, и вообще непонятно, как с ними говорить про экономику. И мы начали этот дискурс, мне кажется, в России где-то около 12 лет назад. И только спустя, наверное, 5-6 лет на территории уже GR, на территории государства, действительно этот дискурс случился на самом высоком уровне. И 3 года назад президент уже посещал выставку «Креативная экономика», которую как раз агентство стратегических инициатив организовывало. И после этого действительно очень многие вещи стали происходить чрезвычайно быстро. У нас был принят федеральный закон о развитии креативных творческих индустрий. И из интересного, да, у нас ключевым регулятором креативных индустрий стал не Минкульт, как было до этого, а Министерство экономического развития. То есть мы поменяли в этом смысле все вместе фокус. Это не отменяет работу Минкульта в сфере, да, конкретных отраслей культуры, в которых, конечно, государство имеет огромную роль, но это выстроило новую экосистему, в которой мы смотрим на креативные индустрии с точки зрения экономики. И туда же подключились наши другие министерства. У нас есть, да, например, наше министерство цифры. Цифры туда входят. Куда входит порядка 45% наших креативных индустрий. Или Минпромторг, например, куда входят дизайнеры, народно-художественный промысел и фэшн, мода. И как-то это выстроилось сейчас в интересную систему. Вот мы надеемся, что сейчас правительство скоро утвердит стратегию развития креативной экономики до 1936 года, и это будет один из наших ключевых документов. Она сейчас в разработке находится, да? Да, Министерство экономического развития. Вы знаете, когда мы были на Риксе, и так вот в кулуарах называли креативную индустрию как межведов-ад, да? Она расположена, в принципе, везде. Это и Минцифры, и Минэкономика, и Минкульт, то есть она охватывает самые разные стороны жизни. Это интересно. У вас есть регламент международного сотрудничества с другими странами, и с Абхазией вы подписали соглашение. Скажите, пожалуйста, вот про практику международного сотрудничества, потому что я уверена, что для наших представителей это очень интересный вопрос, как может ОСИ сотрудничать, допустим, с Абхазией. Это прекрасный вопрос. Потому что мы действительно, выходя впервые на международную арену в прошлом году, мы организовывали международную конференцию по креативной экономике впервые в России, российские международные креативные сезоны. И мы были счастливы, что к нам приехало больше 30 стран, 32 страны.
Причем было интересно, что приехали как дружественные страны, так и недружественные страны, которым тоже было интересно взаимодействовать с нами. То есть, да, и это было и Китай, и это был США, это были коллеги со стран АСЕАН, и, конечно, это были коллеги из СНГ, поэтому были очень рады и абхазской делегации на этой конференции. Мы как раз с вами тогда там познакомились. И я со своей стороны отметила, что креативная экономика в разных странах нужна для разных целей. И когда мы говорим про СНГ, все-таки у нас есть общий корень, который нас всех объединяет. Это и общее историческое прошлое, и очень много и культурных, экономических и других связей. И в этом смысле действительно так получилось, что мы все в какой-то момент стали проходить примерно одинаковый путь в сфере сначала IT, а потом креативной экономики. И мы видим, что к нашему опыту, российскому опыту, есть достаточно большой интерес именно с точки зрения создания нормативно-правового регулирования, того, как собран наш федеральный закон. И вот была интересная международная конференция в Узбекистане в позапрошлом году, на которой мы присутствовали, и мы как раз тогда находились только-только приняли федеральный закон о развитии креативных индустрий, и он еще не вступил в силу, то есть мы где-то посередине там находились, и как раз мы делились этим опытом, и в Узбекистане федеральный закон очень похож на российский, и это дает возможность нам в целом очень быстро налаживать то, что мы называем копродукционными проектами, совместными проектами. К этому опыту обратились другие страны СНГ, и мне кажется, что для нас и принятие вот такого единого модельного закона, который тоже обсуждается активно и сформулировано сейчас вот в качестве такой единого зонтичного проекта, который может нас всех объединить, он даст очень много возможностей и для отдельных продюсеров, и предпринимателей, и ассоциаций профессиональных, и на государственном уровне будет работать гораздо проще. А второй уровень – это как раз вот наша практика работы с регионами. И у нас действительно получилось, что из 89 регионов, которые сейчас существуют в Российской Федерации, 73 внедряют нашу программу по развитию креативных индустрий. То есть регионы подписывали соглашение с нами и внедряют этот стандарт и работают по этой программе. Но так как у нас совершенно разнообразная страна с огромным количеством языков, культур, национальностей и так далее, мы вдруг увидели, что действительно у нас получаются очень разнообразные стратегии, которые вместе складываются в единый очень интересный пазл, что часть индустрий становится приоритетом в отдельных регионах. Дальше эти регионы начинают объединяться в новые цепочки кооперации. У них появляются новые партнеры-инвесторы. И это все вместе начинает работать как на уровне регион с регионом, так и на уровне регион даже с другой страной и так далее. То есть вот эти вот новые цепочки вдруг стали за эти 3 года собираться. И вот действительно у нас получилось, на РИКС мы подписали соглашение тогда с Узбекистаном о внедрении регионального стандарта, который мы сейчас переделываем в международную уже программу, то есть это уже не региональный стандарт, а наша такая международная практика. И я надеюсь, что эта программа будет востребована в Абхазии, потому что кажется, что мы проходим здесь плюс-минус один и тот же путь, и мы будем рады, если Абхазия пройдет его быстрее. Быстрее, да. Ну, вообще в масштабах Абхазии вы совершенно правильно заметили, что здесь эффекты очень быстро можно проследить, потому что территория небольшая, но в то же время все механизмы, они работают как государственные, и поэтому иногда здесь как бы такие вот и как пилотные проекты делать, смотреть на их эффективность бывает вполне целесообразно. Вот, Екатерина, скажите, пожалуйста, вот Якутия – это кино. Вот я сейчас так по стереотипу пойду. Да. А, допустим, там Нижний Новгород, как ни странно, это диджитал. Да? Это вообще вот вы не стереотипные форматы называете. Да? Они таковыми стали не так давно. Стали, хотя Нижний Новгород для меня это вот центр культурного наследия, да, оказывается. Да. Там когда-то Калининград был IT, да, таким хабом.
И, то есть разные города, регионы России и страны СНГ, у них есть свои какие-то приоритетные направления. Я понимаю, что вы здесь всего лишь несколько дней, но что, на ваш взгляд, вот конкретно сегодня может быть здесь такой, точкой кипения, точкой притяжения, при том, что да, туризм, да, очень богатая нематериальная культура, и может быть выстраивание какого-то продукта вот вокруг этого всего, причем современного, когда древняя культура вот встречается с какими-то, не знаю, новыми технологиями. Что может вот сегодня, допустим, очень взыскательного, не знаю, зрителя, покупателя, клиента заинтересовать здесь? Знаете, каждый проект, который мы обсуждали последние уже 2 дня, я могу сказать, имеет огромный потенциал. Точно имеет потенциал имеет все, что связано с визуальными искусствами, исполнительскими искусствами. Это может быть упаковано, переупаковано и востребовано даже в том формате, в котором это есть сейчас. Но кажется, что нужны вот эти вкрапления современных форматов, которые дают возможность просто быстрее масштабироваться. Я вижу огромный потенциал в фестивалях современного искусства или, возможно, фестивалей современной музыки, которые имеют глубокое проникновение с местными традициями. Мне кажется, что чем больше будет таких взаимоотношений, тем шире будет аудитория таких мероприятий, и тем быстрее может в этом смысле Абхазия стать точкой для того, чтобы здесь такие проекты делать. Потому что ведь интересно же, что креаторы ищут такие локации, где можно делать такие проекты. Поэтому если в этом смысле Абхазия будет открыта для новых форматов, будет здорово. Я верю в мультидисциплинарность, если честно. Во-вторых, у вас есть достаточно сильные платформенные экосистемные решения, я имею в виду именно в интернет-технологиях, да, то есть все-таки сейчас на территории Абхазии есть и свои сотовые операторы, и свои коллеги интернет-операторы, и они идут абсолютно понятному пути, как в свое время шли наши гиганты, такие как МТС, Билайн и Мегафон, потому что все эти компании в итоге пришли к созданию собственного контента. Потому что вы начинаете свой ключевой продукт продавать не через, собственно, да, там сим-карту, да, то есть вы не через своих операторов. Да, а вы продаете контент, который через этих операторов вам доставляется домой. Например, интернет-провайдеров. И мне кажется, что здесь много чего можно сделать. Именно оперевшись на вот таких больших такие большие. Да. Ну вот, на мой взгляд, здесь есть творческий потенциал в самых разных областях, но есть, так скажем, наше слабое звено – это продюсирование. Это продюсеры, нужны продюсеры, которые, я как понимаю, являются таким очень важным звеном. Вы работаете с продюсерами в основном, правда? Да, вы же не напрямую работаете с художниками, с певцами, хотя вы можете их знать, взаимодействовать с ними, но работа выстраивается через продюсирование. Все верно, Вера, в этом смысле вы абсолютно правы. Важный человек – это продюсер. Он формулирует себя как предприниматель, который отвечает за инвестиции, он верит в артиста любого порядка, да, неважно, музыкант, это художник, режиссер и так далее, больше, чем обычно этот самый креатор, чем он сам. И это он делает из него звезду. Это всегда парная конструкция. И вот эти тандемы, творческие тандемы, где кто-то отвечает за, может быть, он не стоит в центре, да, но он отвечает за финальный результат и успех. Это, конечно, продюсер. Я, как уже сказала, да, мы смотрим на продюсеров в более широком формате. Это не только продюсер кино, это может быть и продюсер развития территорий, это может быть и продюсер, который занимается упаковкой и продвижением продукта. Для нас не важно. И туристический продукт тоже продюсирование. Потому что это тоже продукт. Конечно, конечно. Высокие технологии, все продюсирование. Это продюсирование. И вот именно с продюсерами стоит формулировать ключевой разговор, потому что продюсеры наймут потом всех остальных. Они соберут проекты, соберут продукты. Вот у нас есть отличный проект, я его очень люблю, он называется «Клуб продюсеров».
И это оказалось очень востребованным форматом по всей стране. У нас и в Санкт-Петербурге, и в других городах, в Владивостоке есть клубы продюсеров, их около 10. А как это выглядит? Вот клуб продюсеров, я как понимаю, он объединяет профессиональное сообщество, да? Да, но самое главное, что он объединяет кросс-дисциплинарное сообщество. То есть, когда продюсеры разных отраслей находятся вместе. Кстати, интересно, что клубы продюсеров оказались более востребованы среди условно 35-летних, чем продюсеров более старшего поколения. Потому что продюсеры более старшего поколения я не страдаю джизмом никогда, то есть это все от души зависит, но условно продюсеры 45, 50 плюс, они уже мыслят вот этой индустриальной своей категории. То есть ты кинопродюсер, ты вряд ли пойдешь в сторону, разработки видеоигр. А вот более молодое поколение предпринимателей, они изначально кросс-дисциплинарные, они уже выросли на интернете, на возможностях перетекания одного формата в другой, и они в этом смысле очень гибкие. И именно они создают сейчас то, что мы называем вселенными, да, когда один и тот же герой может жить и на территории анимации, потом жить также и в рекламе, и быть маскотом, и потом трансформироваться в игру, а потом в какую-то физическую игрушку, а потом на основании этого будет сделан фестиваль. И вот именно такие продюсеры собираются на территории клуба, и те проекты, которые они создают, я считаю, это будущее. Это как современное искусство, да, то есть средства художественной выразительности могут быть совершенно разные. Да, любой медиум. Мы транслируем мысль, и самый главный наш месседж, в чем он заключается. И вот у меня всегда возникает вопрос, как сделать так, чтобы дизайн, урбанистика и совершенно разные направления, они стали не каким-то украшением или декором, а это очень важное направление, которое должны обсуждаться на государственном уровне и в бизнесе, да, чтобы эти направления, как направления, которые представляют креативную экономику, да, они были убедительны. Как это сделать? Может, нам надо чаще говорить об этом или вот какую-то общественную дискуссию запустить о важности развития самой креативной экономики? Я здесь абсолютно поддерживаю такую инициативу. Как я уже упомянула, часто то, с чего мы начинаем работу, и в регионах России такое изначально было, что есть такой некий скепсис относительно креативного класса, хотя само определение креативного класса формулируется Ричардом Флоридой как определение, где эти люди формулируют конкурентоспособность вашей экономики. Вот их примерно 10% от всего населения. Есть сервисы, есть операционщики, есть технологии, но есть те, кто придумывает что-то новое и двигает экономику вперед. И так главное определение креативного класса, первое самое, да, оно так было сформулировано. Дальше там уже во всех странах идут свои трактовки. И мне кажется, что именно вокруг продюсеров можно выстроить эту системную работу государства и креативного класса. Потому что то, с чего мы начинаем, всегда есть некий скепсис. Мы построим сейчас креативный кластер какой-нибудь, пусть они там, креативные люди, находятся, и как-то это, будет каким-то образом работать. Но на самом деле нужно действовать абсолютно наоборот. То есть нужно позвать креативный класс, благоустраивать свои города, благоустраивать свои села, перепридумывать брендинг отдельных территорий, работать над упаковкой своих продуктов. То есть, наоборот, как-то выманить, в общем, из какого-то своего вакуума тоже, в котором они тоже любят находиться. И, наоборот, сделать так, чтобы они были востребованы. И именно там, где они востребованы, конечно, они себя реализуют лучше всего. То есть создать такую среду. Поэтому это всегда такое движение навстречу. Это может быть что угодно. Стратегические сессии, какие-то системные встречи главы государства, например, с креативным классом, отдельных руководителей, министров, тех, кто принимает решения, инвесторов. Все это вместе создает доверие. А доверие – это самое дорогое, что можно сформулировать совместно и дальше делать что-то вместе. Это очень важно. Екатерина, давайте тогда в цифрах. Мне кажется, в этом случае цифры будут очень убедительны. Если, допустим, ссылаться на российские показатели.
Министерство экономического развития сейчас посчитало нашу креативную экономику в 4,1% ВВП. Но это очень внушительная цифра. Ну, это хорошие цифры, но нам есть к чему стремиться. Вот уже до 30-го года определен ключевой показатель – это 6% ВВП. И для того, чтобы вырасти, ну, по сути, да, на треть, нам нужно действительно очень сильно потрудиться. Это вопросы создания условий для формирования бизнеса. И отдельно нужно сказать, что все-таки креативный бизнес – это малое и среднее предпринимательство. И, как я уже сказала, 50% креативного класса – это фриланс. А значит, что нам нужно выстроить такую систему, когда в России делать проекты, во-первых, выгодно, во-вторых, есть много возможностей, и есть спрос как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Не секрет, что некоторые наши отрасли очень сильно выросли в период санкционного давления, и это, конечно, открыло невероятную нишу для отдельных отраслей. Например, ну, я сейчас практически полностью в российских брендах. Дизайнеры русские, конечно. Да? И вот в тот момент, когда в 2022 году огромное количество брендов вышло из России, это освободило невероятную нишу. У тебя идешь в центре Москвы, на месте других конгломератов и так далее, создались уже свои проекты. И я думаю, что если в какой-то момент наши коллеги западные захотят вернуться, они вообще встретят достаточно интересный вообще другой рынок. Другую ситуацию. Мы уже совершенно в этом смысле конкурентоспособны. Сейчас очень многие наши бренды выходят на международные рынки, и мы им помогаем. Это и китайский рынок, который очень сильно растет, и весь Запад интересуется сейчас китайский рынок, мы помогаем коллегам здесь. Поэтому мне кажется, что у нас есть все шансы сейчас сформулировать вот эти отдельные точки роста и удержать их. Ну, например, до санкционного давления 30% нашего проката в кино был российский контент, 70% иностранный. Иностранный, а сейчас? Сейчас абсолютно наоборот. Абсолютно наоборот. Да. Такой же трек с архитектурой, например. В этом смысле я уверена, что сейчас российские архитекторы, урбанисты, у нас вот 200 мастер-планов сейчас в стране, реализуется проект мастер-план по всей стране. И, конечно, это дает невероятный опыт нашим коллегам, и они уже выходят в страны Мена и так далее с совершенно другим опытом. И это вопрос даже не сколько отсутствия конкуренции, а наоборот, вдруг в России мы стали больше покупать своих российских товаров. То есть конкурентоспособность. Да, и в каком-то смысле мы их обнаружили, что они сильно лучше, чем те, которыми рынок пользовался до этого. Это очень интересно, и я считаю, что вот эту возможность, которая у нас появилась, нам, конечно, нужно дальше использовать. Поэтому с точки зрения цифр мы верим, что отдельные отрасли будут расти за счет как продолжения внутреннего спроса, но очень многие компании уже встали прям не просто на ноги, а уже представляют активные, интересные компании на зарубежных рынках, и мы сейчас будем помогать. Второй интересный трек, чему был, собственно, посвящен РИКС, это, конечно, копродукции и созданию совместных проектов. И мне кажется, здесь с Абхазией много что можно сделать вместе. У нас было подписано очень много соглашений с другими странами, но мне кажется, что когда несколько продюсеров встречаются вместе, дальше нам просто нужно им помогать, они все сами придумают. Вот вы как-то в своем интервью сказали о том, что... Да не интервью, у нас как раз был ВКС, да, с нашими коллегами. Вы сказали, что иногда даже три гения на одном месте, они могут стать тем, вокруг чего развивается вся креативная экономика. А есть в России такие примеры? Вот я еще не добралась, но я очень много слышу про Суздаль, как один из очень успешных и интересных проектов. Суздаль действительно уникальное место, и там действительно все делает большое сообщество. Там есть, во-первых, несколько активных инвесторов, которые очень любят это место.
И вдруг эти инвесторы встретили активное местное сообщество, которое делает такие проекты, которым нужно просто было, мне кажется, этим людям было нужно встретиться. Один из моих любимейших примеров в Суздале — это, конечно, Мироцентр, это проект «Мира». Это интересный формат большого сообщества людей, которым руководит Дмитрий Разумов, который влюблен в это место. И он сделал Суздаль вдруг не местом, ну, потому что в Суздале много исторического контекста. Это и XII век, и XV век. То есть все-таки Владимир-Суздальское княжество в свое время имело очень сильные... Вообще конкурировало с Москвой за лидерство. Это же очень сложно работать с исторической памятью. Да, но тут получилось несколько дополнительных слоев. В свое время Тарковский там снимал Андрей Рублев, и поэтому Суздаль, в целом, место такое намоленное в этом смысле. То есть, но туристы никогда не ездили туда за тем, что стали делать ребята. Они, во-первых, создали потрясающий проект, где каждые 3-4 месяца происходят отличные выставки с потрясающими кураторами мирового уровня. И вдруг мы все стали ездить в Суздаль на открытие этих выставок. Дальше ребята открыли арт-резиденцию, куда стали приезжать художники. И художники стали активно формулировать вдруг интересный контекст современного искусства и взаимодействовать с городом. И мы снова стали ездить туда для того, чтобы делать отдельные интересные проекты. Вот часть коллег моих там стали появляться гастроужины, потому что вдруг там стала появляться достаточно взыскательная публика, которая требовала каких-то других сервисов. Дальше там же, и это вот когда говорят про несколько гениев, это очень важно было, что вот такие люди встречаются. Там есть отличное сообщество ребята в деревне Фомиха, 10 километров от Суздаля, абсолютно там одна дорога, она не всегда работает. Они построили театр. И ради этих постановок, божественной комедии и так далее, люди букируют билеты на несколько месяцев вперед. А кроме этого, часть этих проектов потом ставится, как вот это работает как лаборатория, и несколько спектаклей потом стоит на московской сцене. Например, там у них есть прекрасный проект «Как я стал художником», детский спектакль у Миронова в Театре наций. И на этот спектакль не купить билеты. И вдруг, да, люди букируют билеты в театр, едут в деревню для того, чтобы посмотреть новую постановку. Вот это тот тип культурного программирования, который, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот несколько гениев, которые могут одно место вдруг перепрошить. И это децентрализация тоже такая, да? То есть есть большие культурные столицы, но такая децентрализация, она помогает этот вот такой общий культурный уровень держать. Екатерина, с вами невероятно интересно общаться, и я очень надеюсь, что многие наши зрители, они расширят свои представления о том, что на самом деле креативная экономика, креативная индустрия – это не что-то, не надстройка какая-то художественная, а это часть нашей жизни, экономики, развития государства, качества и уровень жизни. Поэтому спасибо вам огромное. И мой последний вопрос, который я хочу вам задать. У вас невероятные масштабы деятельности. Вы очень много ездите. Вы столько лет работаете и в сфере образования, просвещения. Что вас по-настоящему вдохновляет? Ведь любой человек в какой-то период своего времени, он может выгорать, у него может быть кризис жанра, но что-то его всегда вдохновляет. Ну, вы знаете, я в этом смысле действительно счастливый человек, потому что благодаря тому, что я выросла сама в семье достаточно такой креативной. У меня мама была библиотекарем, а отец художником. То есть я в этом смысле выросла в достаточно гуманитарном поле. И так получилось, что искусство и хорошая литература меня всегда сопровождало по жизни. И когда мы уже стали делать университет, и впоследствии, когда я пришла в агентство, мне повезло, я общаюсь всегда с очень умными, интересными, интеллигентными людьми, потому что креативный класс — это все-таки люди насмотренные, это люди в целом высокой художественной культуры,
у которых есть интерес к созиданию. И это, конечно, не может не вдохновлять. И я наблюдаю это на всех уровнях, и на уровнях отдельного студента или выпускника, который только начинает свой путь, или уже активного предпринимателя, который вдруг вместо того, чтобы делать карьеру в какой-либо госкомпании, вдруг открывает какое-то пространство или начинает работать с местным контекстом, уезжает в свой город родной, начинает что-либо развивать, ну, ты не можешь устать, и ты точно должен помогать, потому что, ну, как-то я давно определила для себя, что до тех пор, пока я могу заниматься именно креативными людьми, именно творческими людьми, людьми, у которых есть вот эта задача созидания, наша задача им помогать. А роль уже может быть на самом деле в каком-то смысле любая. Я когда периодически преподаю, периодически просто хожу на выставки моих друзей, иногда захожу на аукционы современного искусства, где представлено очень много наших выпускников. Ты носишь бренды своих выпускников, друзей. И это все такая большая интересная жизнь, что от этого как-то сложно отказываться. И я всем желаю, чтобы мы все творили, созидали среди единомышленников. Это самое главное, это самое большое счастье. Это здорово. Я поняла, вас вдохновляет сам процесс. Это поэтому точно. вы будете постоянно вдохновлены, потому что вы в этом процессе. Еще раз вам огромное спасибо. Я уверена, что ваш приезд в Абхазию, он очень знаковый и важный не только для нас. Я думаю, что вот Абхазия в вашей жизни и вашей деятельности, она обязательно займет свое место. И мы можем сказать, что до новых встреч. Спасибо большое, Эльвир. Я со своей стороны хочу сказать огромное спасибо за такой прием, потому что самое главное, что меня впечатлило в Абхазии, это люди. И именно с такими людьми хочется что-то делать. Так что спасибо вам большое. Это очень приятно. Спасибо.